В эфире телеканала «Якутия-24», программа «Итоги дня». Мы расскажем вам о главных событиях за сегодня. С вами Василий Радченко и в этом выпуске. Минувшей ночью сухой суперджет авиакомпании «Якутия» съехал с взлетно-посадочной полосы. Пострадавших нет. Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Из-за ухудшения погодных условий, как в столице, так и в районах республики, произошло большое количество ДТП. Обзор событий на автотрассах республики в репортаже наших корреспондентов. Сегодня во всем мире отмечают День психического здоровья. Праздник не обошли стороной в Алдане. Мероприятие организовали в психоневрологическом интернате. В мессенджерах не так давно проходила информация об отравлении якутян арбузами. Хотя информация не подтвердилась, наши ленские корреспонденты все же осмотрели точки города, торгующие крупноплодовой ягодой. Айсен Николаев стал хедлайнером форума современной журналистики в Сочи. Что обсудили и какие ответы руководителя региона определили дальнейшее развитие Якутии в этом направлении. Через пару дней в столице стартует чемпионат России по боксу. Сколько участников уже прибыло и как проходит подготовка к соревнованиям. Минувшей ночью самолет «Сухой Суперджет-100» авиакомпании «Якутия», выполнявший рейс по маршруту Улан-Удэ-Якутск, при посадке в столице выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. К счастью, никто не пострадал, но инцидент привел к задержке других авиарейсов. О том, как развивалась ситуация с момента схода с полосы до ликвидации последствий, репортаж Кристины Якуповой. Рейс Улан-Удэ-Якутск. Сухой Суперджет-100 авиакомпании «Якутия». На этих кадрах видно, как эвакуируются пассажиры с помощью аварийных трапов. По одной из версий, плохие метеоусловия могли стать причиной ЧП. Лайнер пробил ограждение летного поля, повредив основные опоры шасси. В самолете был 91 человек, включая 5 членов экипажа. Погибших нет, но в медпункт аэропорта обратились 4 человека. Единственное, что был вызов в 5 утра для ребенка двухмесячного возраста, когда мамочке показалось, что на ее ребенка упали вещи, те, которые были плохо зафиксированы. Ребенок машиной скорой помощи был доставлен в педиатрический центр республиканской больницы номер 1, проведено обследование. Ребенок абсолютно здоров, никаких повреждений не было. На месте ведутся работы. Создана комиссия по расследованию причин инцидента. Следственный комитет возбудил уголовное дело. В настоящее время Якутским следственным отделом Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренной частью 1 статьи 263 Уголовного кодекса Российской Федерации. Проводятся неотложные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. Якутской транспортной прокуратурой по поручению Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры начата проверка соблюдения требований безопасности. Работа в штатном режиме в аэропорту еще не восстановлена. Задержано 16 рейсов на вылет и 3 рейса перенаправлены в аэропорт поселка Чульман. Полосу надо сушить в таких условиях, а это, видимо, не было сделано. Поэтому тут ни пилоты, никто не виноват, и пассажиры. Бедолаги сидят, но, слава богу, покормили. Говорят, что погоды нету. Вчера тоже не было. До 12 сказали, не знаю, может будет еще. А вчерашние сидят тоже. У нас в Новосибирске в 10:10 должен был вылет. Но задерживают надолго пока. Неизвестно, ничего не говорят. Тем временем аэропорт Чульман Нерюнгринского района принял 3 рейса и около 400 человек. На такое количество пассажиров запасной аэропорт явно не рассчитан. В зале ожидания тесно и не всем хватает сидений. Но часть пассажиров все же отказалась покидать здание аэропорта и продолжила ждать вылета там. Остальных разместили в домах культуры в Чульмане и в Серебряном Бору. Значит, 103 человека, 103 пассажира, значит, из тех самолетов, с тех рейсов, которые не добрались в Якутск. 103 пассажира размещены у нас в ДК Якутии. Со своей стороны мы обеспечим их
горячим чаем, сладким кофе. Ну, вот, и будем ждать, соответственно, дальнейшей отправки. Есть несколько версий о причинах аварийной посадки. Ошибка пилота, обледенение полосы и не только. Ясно одно – в работе авиакомпании «Якутия» назрели изменения. Я говорил о том, что изменения в руководстве авиакомпании «Якутия» уже назрели. Есть достаточно много вопросов и по финансовому состоянию, по техническому состоянию. И вот этот инцидент, который имел место быть, конечно же, его причины будут выясняться. Когда откроется аэропорт Якутск для приема рейсов, пока неизвестно, как и судьба пассажиров, застрявших в Нерюнгринском районе. Кристина Якупова, Сергей Козюра, Вадим Барашков, Владимир Павлов, Якутск, Нерюнгри. Ранее мы сообщали, что пассажиров самолетов, совершивших вынужденную посадку в Нерюнгринском районе, разместили в домах культуры поселков Чульман и Серебряный Бор. Некоторые все же предпочли ожидание в аэропорту или остановиться у родственников и знакомых, но предложение администрации поселка ждать в местных ДК приняли многие. Только в Чульманском доме культуры разместили порядка 117 человек. Ну, для организации питания, которое, к сожалению, авиационная компания «Якутия» никак не было не организовано, значит, мы подняли наших местных предпринимателей, которые организовали здесь, в ДК «Юность», обеспечение, ну, за деньги, конечно, значит, салаты, пирожки, горячий чай, кофе, то есть это все было нами организовано. Из-за ухудшения погодных условий, как в столице, так и в районах республики, произошло множество дорожно-транспортных происшествий. О самых тяжелых ситуациях на трассе и о том, какая погода ожидает якутян в ближайшее время, расскажет Анастасия Кобызева. Недобрым выдалось утро у пассажиров автобуса номер 110. Люди ехали из села Булганихтах в поселок Максыгалох. До места назначения так и не доехали. Водитель общественного транспорта не выдержал безопасной скорости движения. Автобус съехал с дороги и перевернулся. Пострадали 10 человек. Ну, состояние одного из них оценивается как средней степени. Он был госпитализирован с травмой позвоночника, с компрессионным переломом грудного отдела. Остальные 9 оцениваются как удовлетворительно, на амбулаторное лечение отправлены. Да, был один ребенок, год и 10 месяцев, с ушибом грудной клетки. Там тоже амбулаторное лечение, удовлетворительное состояние. Следственными органами Следственного комитета России по Республике Саха-Якутия с дислокацией в Хангаласском районе проводится процессуальная проверка. Следователями проведен осмотр автобуса, изъяты необходимые документы. Проведенное освидетельствование водителя не выявило у него признаков опьянения. Настоящий хаос творился и на дорогах столицы республики. Многочисленные пробки, аварии. Похоже, что к гололеду никто не был готов. В ГИБДД водителям рекомендовали быть предельно внимательными на дороге. Водителям выбрать безопасную скорость движения, соблюдать безопасную дистанцию и боковой интервал между потоками транспортных средств. Ну а также не выезжать на полосу, предназначенную для встречного движения. И учитывать, что в неблагоприятных погодных условиях сцепление колес с дорогой снижается, а тормозной путь увеличивается в несколько раз. Гололед становится причиной не только аварий. Многие пешеходы уже обратились за помощью в травматологию. Чтобы не получить травмы и ушибы, пешеходам достаточно соблюдать простые правила: переходить дорогу в установленных для этого местах, не отвлекаться на телефонные разговоры, передвигаться осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. Осенняя погода не щадит, и пока ситуация не изменится, в столице республики осадки в виде снега будут идти до воскресенья. Ночью до -6, днем 1-2 градуса. Анастасия Кобызева, Григорий Охлопков, Якутск, Хангаласский район. Аналогичная ситуация с гололедом и в Нерюнгринском районе. Корреспондент Александра Цыбикова пообщалась с жителями, а также узнала информацию о случаях травматизма. Сначала перепады температур, потом устойчивые холода, выпадает первый снег и начинается. Пропадает дорожная разметка, куда ни глянь, гололед. Большая часть нерюнгринцев уже подготовила зимние вещи и, переобувшись в теплую и удобную обувь, смело передвигается по городу. Да, вот сейчас как бы пошел снег и заморозки, очень стало скользко. Даже вот я буквально вчера упал на локоть, ушиб. А как вы думаете, что старшие по возрасту люди, бабушки, дедушки, как они будут ходить здесь? Очень трудно ходить. Предыдущие пару дней гололед, конечно, был, но все спокойно. Сейчас тает.
Сейчас уже не скользко. И вчера мы выходили в детский сад с утра, было достаточно скользко. Обратно иду, уже нас все посыпали во дворе, уже прекрасно, все хорошо. Гололед становится частой причиной случаев падения. Зачастую они ведут к серьезным последствиям от легкого сотрясения мозга до переломов. Ну вот за последние 2 дня, как выпал снег, травматизм наших нерюнгринцев увеличился. Вот. За вчерашние сутки, допустим, зафиксировано 9 случаев травм. Перелом предплечья, там, подвернули ногу, упали с лестницы, нечищенные лестницы в некоторых дворах. Травматизм увеличивается. Дорожные службы города ведут работу в 2 смены. Ночная смена выходит посыпать дороги примерно в 3 часа ночи. И в конце рабочего дня в 7 часов вечера производится вторичная посыпка отсевом. Тротуар на сегодняшний день, да, у нас гололед на тротуарах. То есть все мы видим, все мы живем в этом городе. В данном случае, то есть техника, она ледовую корку этого, она не может взять ее, она только может взять ее со сдиранием, скажем так, асфальта. То есть соответственно, мы сдирать асфальт не можем, а противогололедных реагентов, к сожалению, на данный момент у нас не имеется. Также гололед является частой причиной дорожно-транспортных происшествий, и Нерюнгринский район не исключение. После первых осадков многие, не успевшие переобуть свои авто, теряли сцепление с трассой. На территории Нерюнгринского района за период с 5 по 9 октября зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий. В 6 случаях вред причинен только транспортным средствам. В одном дорожно-транспортном происшествии 3 человека погибли и 4 получили ранения различной степени тяжести. По прогнозам, в ближайшие 2 недели погода будет оставаться прежней. И уже к 24 октября начнутся морозы, и гололед сменится толстым настом снега. Александра Цыбикова, Яла Мосов, Нерюнгри. Чтобы уменьшить количество пострадавших в этот травмоопасный период, сотрудники страховой компании «Стерх» и представители Госинспекции безопасности дорожного движения провели инструктажи для юных пешеходов. Наш корреспондент Александр Зубехин расскажет, что нового для себя узнали ученики 3 классов Мархинской школы. Безопасность на дорогах особенно актуальна, когда на пороге зима. Дети вот с такими светоотражающими элементами становятся более заметны для водителей на дорогах столицы в темное время суток. В рамках акции ученикам начальных классов о правилах дорожного движения рассказал инспектор ГИБДД. Знания проверили в форме викторины. За каждый правильный ответ школьники получили заслуженные призы. Смысл в том, что страховая компания, она работает для того, чтобы обезопасить людей всех слоев. В первую очередь детей, потому что мы все являемся родителями. И первая наша задача – максимально их обезопасить. Для чего, собственно, и сделаны были эти фликеры. Более 100 детей от 7 до 8 лет получили в подарок светоотражающие фликеры. Ребятам объяснили, для чего они нужны, как ими пользоваться и каких видов бывают светоотражающие брелоки. Вот светоотражатель, когда машина ночью светит на него, и этот светоотражатель отражает этот свет от машины и показывает, что я есть на дороге. Светоотражатель можно на куртку, на кофту, на штаны, на рюкзак. Я считаю, что это полезная вещь для людей. Дорожно-транспортные происшествия с участием детей-пешеходов, увы, не редкость. Присутствие светоотражающих элементов на детской одежде может значительно снизить детский травматизм на дорогах. А огромное разнообразие этих элементов может стать украшением любой детской одежды. Они могут быть в виде брелков, стикеров, наклеек, также много разных браслетов есть, значков, ну и множество разновидностей. В принципе, можно купить у нас в каждом магазине тканей ленты простые, да, светоотражающие. Согласно исследованиям сотрудников научно-исследовательского центра ГИБДД России, применение фликеров более чем в 6,5 раз снижает риск наезда на пешехода автомобиля. Александр Зубехин, Евгений Новгородов, Якутск. Не так давно в мессенджерах проходила информация об отравлении якутян арбузами. Минздрав республики опроверг эту информацию, но наши ленские корреспонденты все же осмотрели точки города, торгующие крупноплодовой ягодой. Далее тему продолжит Анна Кожевникова.
Можно ли отравиться арбузом? Информация, размещенная в интернете и мессенджерах о таком факте, случившемся с жителем Якутии, встревожила линчан, хотя Минздрав республики слухи опроверг. Наша съемочная группа решила обратить свой пристальный взгляд объектива камеры на торговые палатки, расположенные вдоль улиц города. Всего таких точек 45. Внимание северян привлекает аппетитная крупноплодная ягода – арбуз. Октябрь близится к середине, но торговля на улицах не прекращается. Ну, во-первых, у нас есть утвержденный список несоциальных торговых объектов, который утверждается депутатским корпусом городского совета депутатов. Именно временно, подчеркиваю, торговые объекты, которые расположены на территории города Ленска. С какой целью это делается? Ну, все мы прекрасно понимаем, продажа овощей – это сезонный такой период времени, где надо успеть как можно больше обеспечить доступность наших граждан к овощам и фруктам. Поэтому администрация города разработала схему расположения торговых точек в шаговой доступности для жителей всех микрорайонов Ленска. Проехав по нескольким палаткам, мы ознакомились с пакетом документов, который должен иметь каждый продавец. Прежде всего, это сертификат качества. Бахчевые культуры должны проходить лабораторный контроль в аккредитованном центре. Они исследуются на такие показатели, как соли тяжелых металлов, пестициды, нитраты. Также при покупке потребитель имеет право потребовать у продавца документы, подтверждающие качество и безопасность. При этом продавец обязан их предоставить по требованию, он должен их иметь на месте. Также запрещается продажа арбузов надрезанными частями или напополам кусками, либо, как предлагается, на пробу. Торговые точки должны быть специально оборудованы с навесом от солнца, расположенных в специально отведенных местах. В Ленске за весь период продажи бахчевых культур жалоб в Роспотребнадзор не поступало. У нас работает административная комиссия. В этом плане мы совместно с Роспотребнадзором можем выехать и, соответственно, привлечь, скажем так, тех продавцов, которые нарушают требования закона. При выборе арбуза нужно обратить внимание на такие моменты, как окрас. Полоски должны быть четкими. Сбоку должно быть желтое пятно земляное. А при постукивании он должен издавать глухой звук. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. Сегодня во всем мире отмечают День психического здоровья. Праздник не обошли стороной и в Алдане. Татьяна Вахнина посетила психоневрологический интернат. У Светланы Химченко дел не в проворот. Принять новую одежду и разложить по полочкам вещи из прачечной. Заштопать невесть откуда появившиеся дырочки и прострочить швы. Одеть и обеспечить всем необходимым сотню человек – задача не из простых. Светлана Александровна – сестра-хозяйка Алданского психоневрологического интерната. Я выдаю им этим, постельное, когда баня бывает, то вот много вещей выдается. Так ходишь, проверяешь, когда в палатах, если бывает так не шибко, такое нормально, все нормально. Психоневрологический интернат города Алдана является филиалом Томодского республиканского дома-интерната соответствующего профиля. В специализированных учреждениях проживают без малого 500 инвалидов. Старшему исполнилось 87, самому молодому нет 20. Судьбы, конечно, у всех разные и действительно непростые. У некоторых вот даже есть родители, но общения с родителями нет, с родственниками. Любовь Немцева работает воспитателем без малого 8 лет. Занятия в мастерской проживающие очень любят. Интеллектуально-творческая деятельность больным необходима. Рисование, лепка, вышивание, аппликации, складывание пазлов благотворно сказываются на настроении и самочувствии. Несколько дней не позанимаешься, уже может что-то забывается, что-то в это, опять восстанавливаем все это в это. Но я считаю, что в это они намного активнее стали. Сумасшествие в чистом виде сегодня встречается реже. В основном имеют место системные заболевания. У многих больных недуги приобретенные. В числе причин, приводящих к инвалидизации, специалисты называют употребление алкоголя и токсических веществ, а также травмы. Для поддержания стадии ремиссии лечение пациенты получают постоянно. Есть такие, которые говорить не говорят, по глазам даже видно, что они тебя понимают. Ты же разговариваешь с ним, по глазам видно, что он понимает. Развивающие занятия, трудотерапия, бытовой комфорт и шестиразовое питание. В интернате создаются все условия для полноценной реабилитации. Программы, направленные на преодоление барьеров, которые перед инвалидом возводит сама жизнь, реализуются на федеральном, региональном и республиканском уровнях. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Алдан.
Сейчас короткая реклама, после чего вернемся и обсудим следующие события. Айсен Николаев стал хедлайнером форума современной журналистики в Сочи. Что обсудили и какие ответы руководителя региона определили дальнейшее развитие Якутии в этом направлении. Обучить молодежь по современным методикам с лучшими тренерами страны. В Мирном начала работу школа личностного роста. Через пару дней в столице стартует чемпионат России по боксу. Сколько участников уже прибыло и как проходит подготовка к соревнованиям. Это программа «Итоги дня» на телеканале «Якутия-24». И мы продолжаем выпуск. На совещании в Минеральных водах президент страны Владимир Путин заявил, что сельское хозяйство в России все меньше уязвимо к перепадам рыночной конъюнктуры, а внутреннее потребление продовольствия все меньше зависит от импорта. При этом глава государства подчеркнул, что программа устойчивого развития сельских территорий будет продолжена и после 2021 года. Владимир Владимирович, уважаемый. Здесь было сказано о продлении программы устойчивого развития сельских территорий. Мы исходили из того, что несмотря на то, что в перечне национальных проектов такого проекта нет, но программа есть, она рассчитана была до 2021 года, мы безусловно будем ее продлять и после 2021 года. Поэтому я вот хотел, чтобы вы это услышали, и именно поэтому мы в таком составе и собрались сегодня, для того, чтобы сверстать эту программу после 2021 года настолько основательно, насколько это возможно, всем вместе при определении приоритетов развития отрасли. А руководитель региона Айсен Николаев посетил город Сочи, где проходит форум современной журналистики «Вся Россия». Там глава Якутии впервые для нашего региона подписал соглашение о сотрудничестве между республикой и Союзом журналистов России. Далее в рамках пресс-конференции он ответил на вопросы журналистов, но обо всем по порядку и о событиях второго дня сочинской площадки подробнее расскажет мой коллега Алексей Соколов. Отдельный день был посвящен национальным СМИ, где так называемым хедлайнером мероприятия стал глава республики Саха-Якутия Айсен Николаев. Вместе с председателем Союза журналистов России Владимиром Соловьевым они говорили о том, как необходимо развивать национальные СМИ в регионах, в том числе и для поддержания государственной политики в части развития языков. Все дружно журналисты, конечно, поддерживают те инициативы, которые рождаются в регионах. И в том числе Айсен Николаев высказал мнение, что инструменты для сохранения языков в национальных республиках как раз-таки должны стать поддержкой для средств массовой информации. Кроме того, сегодня было подписано соглашение о совместной работе с Республикой Саха-Якутия и Союзом журналистов России. Стоит отметить, что впервые в истории Союза журналистов России был подписан подобный документ, который подразумевает поддержку средств массовой информации в регионах, как не только государственных, но в том числе представителей негосударственных СМИ. Что касается встречи с журналистами, то во время пресс-конференции звучали вопросы не только по цифровизации и по развитию СМИ в Якутии, также журналистов интересовали вопросы социально-экономического развития нашей республики. Глава региона подробно рассказал о тех проектах, которые ожидают в ближайшие годы республику, и также рассказал о комплексных программах развития региона до 2032 года. Стратегия развития республики, она, конечно, будет меняться. Мы ее привязываем к 2032 году, году вхождения Якутии в состав российского государства, 400-летия. Мы намерены до конца года уже основные ориентиры этой стратегии выработать и представить ее уже на публичное обсуждение. В отличие от подходов, которые применялись до этого, мы будем очень активно привлекать к работе над стратегией экспертов,
будем привлекать экспертов гражданского общества для того, чтобы стратегия эта была близка и понятна каждому жителю республики. Якутия жил богато и счастливо. Вот исходя из этого она и будет формироваться. В том числе с учетом новых подходов к развитию экономики, наряду с развитием традиционных отраслей, мы, конечно же, ставим как приоритет развитие креативной экономики, развитие IT-индустрии, инновационных производств. Я считаю, что у нас в этом направлении все получится. Алексей Соколов, Георгий Григорьев, Сочи. Школа личностного роста в Мирном обучит молодежь города по современным методикам с лучшими тренерами страны. О том, когда начнется обучение и кто станет приглашенными гостями в этом году, сюжет нашего специального корреспондента в столице Алмазного края Марфирины Алексеевой. Школа личностного роста «Перспектива» пройдет в Мирном уже в 6-й раз. На форуме будут затрагиваться такие темы, как мотивация, управление конфликтами, эффективное общение и взаимодействие, креативные технологии, анализ и постановка целей. Занятия включают в себя сессии с тренинговыми заданиями, играми, тестами и групповой творческой работой. В этом году наши тренеры, можно сказать, медалистки. Они обе обладательницы медали президента Российской Федерации. Одна получила ее за универсиаду в Казани, готовила тренеров там, а вторая получила за подготовку волонтеров на Всемирном фестивале молодежи. То есть это те люди, которые работали с волонтерами на самых различных уровнях в разных регионах России и даже за рубежом. 27 и 28 октября в школе номер 12 пройдет долгожданный форум. Участниками может стать молодежь от 14 до 35 лет. Так как желающих много, Управление молодежи проводит отбор кандидатов путем анкетирования. Всего набирается 2 группы по 30 человек. Тренерами приглашены эксперты федерального уровня. В прошлом году очень замечательная, полезная, мне кажется, была вещь, такая как нас научили пользоваться временем. Я до сих пор им пользуюсь, получается, секретиками. Есть там прямо методика, как сделать, чтобы твое время тебе доставляло удовольствие, чтобы оно тебе хватало. Также я поделилась и этой методикой со своими ребятами. В анкете кандидата на участие в форуме, кроме контактных данных, надо расписать личные достижения за последние 2 года, обозначить, в каких городских проектах вы принимали участие. А если школа личностного роста – ваш первый шаг к активной социальной жизни, то расскажите об этом в графе «Дополнительные сведения». Марфирина Алексеева, Артем Алексеев, Мирный. А Нерюнгринский театр актера и куклы открыл детский 34-й сезон. Почти 300 маленьких нерюнгринцев смогли посмотреть премьеру спектакля «Гулливер». Сказочные персонажи, герои мультфильмов, комиксов и сказок наполнили фойе театра, что придало этому необычному дню еще больше торжественности и яркости. Буквально через пару дней в Якутске стартует чемпионат России по боксу. Большинство участников уже прибыли, спортсменов и тренеров разместили в Центре спортивной подготовки «Триумфы» в училище Олимпийского резерва. О том, как проходят тренировки и каковы шансы у сборной республики, в сюжете Юрия Осипова. Заключительный этап подготовки перед важнейшим стартом – чемпионатом России. Спортсмены осознают всю ответственность и выкладываются на полную. Ведь на этих соревнованиях будет формироваться сборная страны. В чемпионате примут участие более 300 сильнейших боксеров страны. По его итогам будет отбираться команда на чемпионаты Европы и мира, которые пройдут в следующем году в Минске и Сочи соответственно. По словам тренера сборной России, победа на этом чемпионате не гарантия. Первые 3 человека попадают в обойму, но будучи чемпион, не может быть сказать, что я лидер абсолютно, потому что мы будем давать международные соревнования, где боксеры все будут набирать рейтинговые очки. И вот кто очень хорошо, даже 3-й призер страны, может быть, наберет лучше за границей, будет драться, наберет боксерами высокого уровня, олимпийскими чемпионами больше рейтинговых очков, возможно, он будет даже лидером. На домашнем чемпионате России выступит 14 якутских боксеров. Все они прошли жесткий отбор. Наша сборная представлена практически во всех весовых категориях, но наибольшее количество традиционно в легких весах. Так, в весовой категории до 49 килограммов, в которой выступает лидер якутской сборной Василий Егоров, выйдут на ринг 5 боксеров. Парни в основном все молодые, талантливые. Я думаю, что на этом ринге войдут новые звезды якутского бокса. Они в очень хорошей форме, прошли 3 сбора, это уже 3-й. Здесь каждый уже начинает по-своему подходить к пику, к своему. Кто-то делает вес, кто-то еще
чуть-чуть дорабатывают. Но я думаю, что парни очень хорошей подготовки. Выбор места проведения чемпионата не случайен. По словам главного тренера сборной России по боксу Эдуарда Кравцова, дело в опыте столицы республики по проведению масштабных спортивных соревнований. Чемпионат России, если пройдет, он будет пройти и дать импульс молодым людям, что дальше занимались спортом, пришли в спортивные залы и тренировались, укрепляя свое здоровье. Стоит отметить, что это уже второй чемпионат России по боксу, проходящий в Якутске. Первый прошел в 2007 году. Тогда на 21-м чемпионате страны сборная Якутии завоевала 1 золотую и 5 бронзовых медалей. Юрий Осипов, Миргуяна Егорова, Владимир Павлов, Григорий Охлопков, Якутск. Вернемся к главной теме сегодняшнего дня. Как только что по телефону сообщил нашему каналу глава поселка Чульман Сталик Дерягин, самолеты готовят к вылету в Якутск. Сейчас идет регистрация на 2 рейса, еще на 1 начнется скоро. Последний автобус с людьми отправляется из Дома культуры, все остальные доставлены в аэропорт, а аэропорт города Якутска начал свою работу в штатном режиме. На этом наша программа подошла к концу, а еще больше актуальной информации вы узнаете на наших сайтах yak24.ru и nvk-online.ru. Спасибо за внимание и всего вам доброго.